Переложите, пожалуйста, мороженое в этот холодильник. Нельзя хранить молочку и мясные изделия вместе, пожалуйста. Позаботьтесь об этом. И также овощи не должны быть так стоять, у вас должны быть поддоны на кухне. Все мусорные баки должны быть закрыты. Ни одна посуда не должна так храниться. Пожалуйста, закрывайте всю посуду. Старайтесь не использовать полиэтилен, старайтесь использовать текстиль. Неожиданный визит сотрудников Министерства туризма и СЭС, конечно же, удивил владельцев и работников кафе на набережной Афалина. Несмотря на рекомендации и замечания, здесь к курортному сезону готовы. Антисептик на месте. Столы и стулья регулярно обрабатываются. Заглянули на кухню. Все, одноразовая посуда, да, у вас? Да. Нет, не одноразовые, такие есть. Нет, одноразовую посуду мы сейчас пользуемся, потому что это у нас было, как бы мы все сюда завозили, эту посуду, мы же не можем ее куда связать. А вот мы используем Вот это мне нравится, что у вас закрытое место. Да, одноразовые посудные. Товарное соседство в холодильниках общепита, магазинах, кафе, ресторанах – важный принцип хранения продуктов. Также продукты нуждаются в маркировке и правильном расположении на кухне. Однако не во всех кафе эти предписания учитываются. Вы не имеете права хранить так и нарушать товарное соседство. Мороженое, рыба, мясные изделия не могут сохранить в одной морозилке. Еще у вас там лежит фри. Сколько поняла, картошка фри даже? Да, это Картофель, картошка. пожалуйста, Это распределите. не открытый. Да, распределите, да. Открытый или там отдельно. Ну, приятно, что все заупаковано. Оставлять еду неприкрытой, а еще хуже держать в ней ложки не допускается. Такое нарушение было в кафе «Эльбрус». Так нельзя хранить. Особенно торт, пожалуйста. Вы должны накрыть чем-нибудь, желательно текстилем. Так открыто еду хранить нельзя. К сожалению, так нельзя делать. Наш визит носит предупредительный характер. Потом вас будут штрафовать. Несмотря на одно нарушение на кухне, в кафе «Эльбрус» как на веранде, так и внутри соблюдаются все санитарные нормы. Направились мы в кафе «Сан-Мар», и здесь выполняются все рекомендации, которые предписаны в условиях сохранения рисков распространения COVID-19. Однако незначительные нарушения сотрудники СЭС все же заметили. На видном месте стояли чистые стаканы, которые не были накрыты. Далее мы заглянули еще в одно кафе на набережной «Гранат». Здесь были лишь положительные отзывы посетителей. Нам очень нравится кафе «Гранат». Есть чем сравнить. Уже больше недели, как мы в Сухум. Право выбора есть у каждого. Нам здесь нравится прежде всего, в период пандемии, это то, что соблюдение всех санитарных норм. Всегда все убрано и чисто. Чистые тарелки и посуда. Значит, обязательно есть дезинфицирующие средства для рук. Видела то, как дезинфицируют, соответственно, столы после клиентов. Есть освежающие салфетки. Дальше предлагают даже маски, хотя мы и на улице. Но это вполне нормально в наше время. Еще одно кафе на набережной получило хорошую оценку от сотрудников Министерства туризма и СЭС. Канализационные стоки идут просто септик. Оттуда уже не на море, а выгребают, выносится. Есть своя раздевалка, пляж оборудован. Есть мусорники, есть зонтики, шезлонги. Состояние пляжа удовлетворительное. Внутри тоже очень хорошо, потому что все одноразовые посуды, они ничего не готовят, только продают, реализуют соки, напитки, чай, кофе в одноразовых посудах. Наш приход был неожиданным и для сотрудников ресторана «Дэм». Однако здесь антисептик на месте, обслуживающий персонал в масках. Мнение о том, что «Дэм» входит в число ресторанов с самой чистой кухней в столице, нам, к счастью, опровергнуть не удалось. Напротив, мы сами в этом убедились. Это один из лучших объектов нашего города. Вы сами видите, как все работают, все в своих формах, все моющие средства, дезсредства, все всегда обеспечено. Разделочные цеха, новейшее оборудование, все гигиеническим покрытием, объект готово. Заглянули проверяющие и в отель. Посетить номера не удалось, так как все они были заняты. На ресепшене антисептик, администратор была в маске, однако без медицинской справки. Но при входе в отель посетителям не измеряют температуру. Мы обязаны в всех гостиницах измерить и потом заселять в номерах. Если есть температура, значит у нас один номер числится как изолятор. Данная инспекция носила предупредительный характер. Были сделаны устные замечания. Штрафы выписаны не были. В основном все объекты подготовленные, проведение подготовительной работы
У всех почти проведены косметические ремонты, обновлена мебелировка, обновлена постельные принадлежности в номерах, в санузлах ремонтные работы проведено и общественное питание в этих объектах. Во многих торговых точках на набережной соблюдаются все санитарно-гигиенические нормы. Например, эти молодые ребята, работая на открытом воздухе, могут не носить маски. Однако во избежании заражения COVID-19 они соблюдают все рекомендации СЭС. Подобные инспекции будут проходить на протяжении всего летнего курортного сезона во всех районах страны. Сария Кварацхеля, Арина Агухава, Абхазское телевидение.